2024-2025 үйренме килы артық яклашты кенді біткісіне. Geçenlerde de belli edildi. Yeni öğrenciler angıları güzel, hayırlı başarıları gösterdiler kendi öğrenme prosesinde. Bizde Gagauziya'da 2025 yılın öğrencisi oldu Volkanesh kasabasından Vladimir Bautov. Aksenti Должненко adına liseyinden İkinci sıra olur Vladimir. Yılın öğrencisi hem geçen yıl hem de bu yılda belli edildi. Bu en başarılı öğrenci biz savaşacağız biraz her taraftan açıklama başarılarını kendi özel yaşamasını, onun istediklerini hem de 12. klası başarakını nereye Vladimir zanaat uğrunda yolunu seçecek. Hem de bizimle birlikte Vladimir'in özel öğreticisi, onun klasını götüren baş öğreticisi hem de Aksenti Должненко adına liseyin biyoloji uğrunda öğretici Valentina Stepanovna Bala. Laf edeceğiz biz Rus dilinde misafirimizle. Доброе утро. Sabah hayır olsun. Hayır olsun. Доброе утро. Hoş geldiniz stüdyomuza. Sevinler size. Gagauzin Üleni tarafından güzel büyük kasabasından Volkanesh'tan sevinler size bizim stüdyomuzda. Güzel yıl yaklaştı kendi sonuna. Гечака на Руздельна Афидин. Ну что, учебный год подошел к концу, с чем вас поздравляем. Впереди, конечно, экзаменационная сессия для выпускников 12 класса. Как выпускники переживают, так и классные руководители. Да, Валентина Степановна? Да. Самое серьезное, ответственное, все еще впереди. Но в первую очередь, конечно, хочется пожелать успеха вам в экзаменационной сессии, так как и родители переживают, и руководство лицеев, и все преподаватели наших учебных заведений. Ну, а вернемся к званию ученик года 2025. Да? Правильно будет, что мы с Владимира начали? Конечно. Владимир, ну, второй год подряд вас признают самым лучшим учеником. В чем все-таки заслуга? Заслуга, возможно, в неиссякаемом желании добиваться новых вершин, постоянно делать новые шаги по отношению к новым целям, возможно, доказать и в какой-то степени самому себе, что я чего-то стою, не только как бы на уровне школы, района, но и также на уровне всей Гагаузии. Возможно, в этом именно и секрет. А что стало самым большим вызовом на пути вот к этому званию? Самым большим вызовом, возможно, это огромная нагрузка, которая пала на мои плечи, потому что для того, чтобы завоевать звание ученик года, недостаточно просто проявиться хорошо в академической области, нужно еще активно развиваться и в общественной деятельности, и в волонтерстве проявляться. Поэтому это очень трудно совмещать и учебу, и внеклассную деятельность, и при этом достигать определенных вершин и в той сфере. Я знаю, что вы активно принимаете участие в культурной жизни и города, лицея. Так же, как и вы отметили, волонтером также являетесь. Активно ведете свою учебную деятельность. Все это совмещать удается? Да. Когда удается? У меня вот эта вот вся деятельность занимает практически 75% всей моей жизни, и поэтому на отдых приходится очень мало времени, но и в то же время занятие во внешкольной активности является в какой-то степени тоже отдыхом для меня. Мне очень нравится сотрудничать с нашей общественностью, сотрудничать с администрацией нашего лицея, внедрять, имплементировать новые мероприятия, потому что я понимаю, что проведение подобного рода мероприятий, оно будет привносить приятные изменения не только в мою жизнь, но и в жизнь людей, которые меня окружают. Валентина Степановна, ваш ученик является учеником года. Прошлого года, этого года. Вы, как и классный руководитель, как учитель биологии, ну, какие эмоции, чувства испытывали, вот, когда было звание отмечено? Это заслуга всего коллектива. Это заслуга прежде всего родителей. Потому что
впервые с Вовой я познакомилась, когда он был в 5 классе, и тогда вот он еще уже выделялся своей тягой к знаниям. Он перфекционист. Даже если он что-то не доделает, ему кажется, что он сделал плохо. Вот даже на Олимпиаде по биологии, когда выходил с первого тура, получается, результаты Олимпиады приходят уже на следующий день, и он выходил: Валентина Степановна, я вот это не сделал, вот это не сделал. Он не говорит, что он сделал, он говорит, что он не сделал. И переживает, что результаты будут не очень хорошими, и потом призовое место. То есть он очень ответственный, поэтому хорошие результаты у него по всем предметам. Я не могу назвать ни один предмет, где Вова бы не показал хороших результатов. И это, конечно, стимулирует весь педагогический коллектив, потому что это наши крылья, можно сказать. Появляется желание идти на работу, видишь, что не зря столько времени проводишь перед детьми, видишь результаты своей деятельности. И весь педагогический коллектив, конечно, рад его результатам, потому что это в какой-то степени и наш показатель тоже. Чувство ответственности – это редкое качество на сегодняшний день у людей, у учеников, у людей? Ну, зависит от человека. То есть есть и ответственные, есть менее ответственные, как и взрослые люди, так и дети. Просто сейчас, наверное, в связи с тем, что нет вступительных экзаменов в вузы, и, получается, дети заинтересованы прежде всего в баллах. А детей, которые заинтересованы в знаниях, вот как Вова, ну, у нас еще есть хорошие ученики в лицее, которые заинтересованы прежде всего в знаниях. Они хотят быть компетентными в своей области, когда вырастут, выберут профессию. И получается, что вот ответственность, она прежде всего складывается из внутренних побуждений. Нужны человеку знания или нужна человеку оценка прежде всего. Вова как раз из тех, кому нужны знания. Знания нужны, он ответственен. Какие особенности еще заметили у Владимира? Он экстраверт, очень общительный, у него есть лидерские качества. Он у нас староста класса с 10 до 10, наверное, тоже ты был старостой. Просто получается же после гимназического цикла лицейские классы, там уже новые коллективы складываются. Он на протяжении всех своих лет обучения был старостой класса, причем никто с ним не конкурировал даже на эту должность. То есть как-то единогласно весь класс выбирал его старостой. Он умеет повести за собой, умеет убедить. В лицейских классах, вот пока я у них являюсь классным руководителем, если честно, я отдыхала, потому что когда в школе проводятся какие-то внеклассные мероприятия, и нужно как-то организовывать, номера какие-то придумывать, это делается без меня. Валентина Степановна, все хорошо, мы знаем, мы уже делаем, мы уже репетируем. Получается, иногда я прихожу на мероприятие и даже не знаю, какой номер будет, но я уверена, что он будет и будет неплохим, и так и случается. Владимир, но быть старостой на самом деле большая ответственность. Ответственность за те же мероприятия, за те же номера. Это ответственность за членов, выступающих, принимающих мероприятия, да, организовывать, находить общий язык, заинтересовать. Это тоже очень важно. Как вам это удавалось? В чем секрет? Ну, наверное, секрет в том, что мне это действительно нравится. Я сам замечаю то, что мне очень нравится в своей деятельности налаживать контакт с другими людьми, выслушивать мнение, пытаться переубедить какую-то, направить в хорошую сторону человека. И это действительно заряжает меня каким-то позитивом, такой хорошей энергетикой, потому что когда я вижу удачу, у меня загорается огонек внутри. И как раз-таки из-за того факта, то, что я староста, я еще и спикер лицейского совета, организация мероприятия, она ложится в какой-то степени на мои плечи. И мне это на самом деле нравится. Ну, это своего рода руководство. Да.
То есть правая рука классного руководителя в данном заместителя случае. директора по воспитательной работе тоже. Вот. Как вы думаете, вот эти качества организаторские, они вам помогут в жизни? Если вы даже, может, станете менеджером, кто его знает, как оно в жизни сложится, да? Вот эти навыки, они полезны будут? Ну да, опять-таки, человек не может представить свое существование без того, чтобы быть ячейкой настоящего общества, и поэтому я уверен, что вот это вот мое умение собирать вокруг себя людей, объединять мнения, поможет моей дальнейшей жизни не только в профессиональном плане, но и, в принципе, в построении межличностных отношений с другими людьми. Владимир, вот кто или что вас вдохновляет вести вот такой вот, ну скажем, правильный образ жизни? Да? Ну, меня вдохновляет в первую очередь моя семья, а во вторую очередь учителя, потому что когда я вижу, что учителя наши горят своей работой, они за каждую идею не хотят дарить нам знания, это мне приносит большое удовольствие в эстетическом плане, потому что я наполняюсь самоотдачей в это время и понимаю, что вот работа наших учителей проходит не зря, потому что когда есть такие учителя, как я, то у них и появляется желание приходить на работу с улыбкой, радоваться каждому новому дню, потому что работать учителем – это очень трудно. И я уверен, что учителем может быть не каждый человек, должно быть у человека призвание. И я уверен, что весь наш педагогический состав – это как раз-таки те учителя, которые правильно определили свою жизненную дорогу, и они сейчас, на данный момент, находятся там, где они должны быть. О второй семье, о лицейской семье вы сейчас сказали, а ваша родная семья, кто в вашей семье вдохновляет вас? Меня вдохновляет больше всего, конечно же, моя мама. Она поддерживает меня во всех моих начинаниях, она всегда является моим лучшим другом, моим первым наставником, который дает мне вот это вот вдохновение идти дальше, пробовать себя в новых направлениях, делать новые открытия каждый день и работать прежде всего над своими ошибками. Она может мне открыто сказать, где я был прав, где я был неправ, для того, чтобы я понял, что я должен становиться лучше с каждым днем. Имя мамы, конечно же, скажем. Да, Света. Светлана. Да. Только ли мама? Есть, конечно, еще и две бабушки. Бабушка по папиной линии тоже очень сильно меня поддерживает, и папа меня поддерживает. Тоже я вот прихожу, когда к ней домой, у нас всегда такие душевные разговоры. Она тоже мой лучший друг, можно так сказать. У меня никогда нет секретов ни от бабушки, ни от мамы. И на самом деле это очень круто, что у меня в жизни есть такие замечательные люди, с которыми я могу делить и радость, и невзгоды. Я знаю, что у вас еще есть брат, только старший или младший? Да, у меня есть старший брат, у нас разница с ним 13 лет, и он работает в управлении в МЧС, в Камрате, вот, в отделе предупреждения. То есть каждый член семьи, он свою частичку внес в вас? Да. Любовь, желание творить, созидать, это все исходит из семьи первоначально, да? Да. И вторая семья также большую свою лепту внесла в вашу жизнь. А вы, наверное, правильно будет, что Валентина Степановна сказала, а Владимир, Валентина Степановна, он какой путь проделал, вот, чтобы дойти до звания ученик Гагаузии? Наверное, тяжелый путь. Ага. Начиная с 5 класса, начиная с 1 класса, наверное, просто в начальных классах учителя другие были. Ему, наверное, где-то и повезло с классным коллективом, правильно? Потому что ребята и в гимназических классах, и вот сейчас в лицейских классах очень порядочные, интеллигентные, отзывчивые. Не у всех есть такие академические результаты высокие, но в целом вот как люди, они очень хорошие, всегда готовы поддержать. Нет у нас каких-то склок в коллективе. Или я не знаю. Нет, у нас действительно нет. У нас очень дружные ребята все. Да, и это тоже важно, мне кажется, когда коллектив поддерживает. Вот ему и с коллективом повезло. Ну, конечно, прежде всего самостоятельная работа.
Он большой молодец. Какие бы напутствия вы бы передали Владимиру? Ну и вообще, наверное, всем вашим выпускникам, да? Какие напутствия? Вы знаете, наверное, не бояться опыта, отрицательного опыта тоже, потому что не бывает в жизни так, что прямо все складывается гладко. И у каждого человека бывают взлеты и падения. И, наверное, пожелала бы всегда подниматься, не смотреть назад, идти вперед. И в любых ситуациях, какие бы они ни были, прежде всего оставаться человеком. Это очень важно. Очень ценные слова сказали. А что ценного вы, Владимир, унесете в себе, в свою новую жизнь самостоятельную из лицейской жизни? Ну, единственное, ну, не то, что единственное, но очень важный факт, который я осознал прежде всего для себя, это тот факт, что за всеми этими оценками может скрываться совершенно пустой человек, и в моем понимании оценки явно не составляют главную ценность человеческой жизни, и что единственное, что должен человек сохранять в своей душе, это в первую очередь доброту, доброжелательность, ответственность, ту же самую человечность, потому что если люди, если общество не будут проявлять такие вот душевные качества, то вся наша жизнь, в принципе, теряет смысл. А что еще ценного? Что запомнилось вот из школьной жизни? Возможно, дружба, не то, что возможно, точно дружба, умение реагировать на разные жизненные ситуации, умение находить подход к другим людям, быть положительным человеком не только для определенного круга людей, но и для всех, в принципе. Возможно, быть таким человеком, чтобы не обсуждали за спиной, чтобы действительно уважали, ценили, чтобы могли позвать на помощь, и я мог откликнуться и помог, в принципе, со всем, что я мог бы сделать. Я знаю, что у вас очень активная жизнь была, кроме ученической, да? И одно из ярких событий, которое всколыхнуло и наш коллектив, и я думаю, что и многих телезрителей, то, что в этом году, когда вы вели праздник к 9 мая, вы открыли и прочитали одно очень важное послание. Вот если немножечко о нем рассказать, я хочу именно из ваших уст это услышать. Действительно, Вадим Николаевич Шинник нашел в архивах прямо перед празднованием праздника 9 мая, нашел послание учителей-ветеранов, которое было написано в 1990 году и было как раз-таки адресовано нам, чтобы мы его открыли в 2025 году к 80-летию Победы. Главный посыл, который был в этом письме от наших учителей-ветеранов, они нас просили сохранять память. На тот момент, когда было написано письмо, в нашем городе еще жило порядка 70 ветеранов. К этому времени, к сожалению, ни одного ветерана не осталось живых, и поэтому вот единственное напутствие, которое вот четко прослеживалось через все вот эти вот глубокие слова, это ценность памяти, ценность истории, потому что не существует альтернативной истории, хотя ее и пытаются переписать на данный момент. Поэтому они призывают нас к ответственности не только перед собой, но и перед теми людьми, которые отдали свою жизнь за наше счастливое будущее, за безоблачное небо над нашими головами. И поэтому такое письмо очень всколыхнуло нашу общественность. Я видел прямо, как когда я зачитывал это письмо, у многих людей появлялись слезы на глазах, и мне самому было достаточно трудно сдерживать свои эмоции, потому что был очень трогательный момент. Мы зажигаем свечи, мы чествуем людей, которые отдали свою жизнь, и мы чествуем ветеранов, которые в это очень трудное послевоенное время поднимали страну. Они учили детей писать первые буквы, учили познавать этот мир, любить эту жизнь. И вот такое вот послание у нас получилось спустя века. Почему вам предоставилась такая возможность вскрыть это письмо и прочитать? Ведь не только потому, что
были одним из ведущих данной программы? Я являюсь также членом общественной организации «Наследники Победы» международного филиала, который у нас здесь как бы функционирует. И эта общественная организация, она ответственна за исследование истории людей, которые участвовали в Первой мировой войне и Второй мировой войне. Мой прапрадедушка с Урала, папина сторона вся оттуда, он был участником и Первой мировой войны, и Финской войны, и Второй мировой войны. То есть это мне дает возможность быть членом этой общественной организации. И как раз-таки на протяжении этого учебного года я активно занимался исследованием истории моего прапрадедушки. Мы с Вадимом Николаевичем подняли архивы, мы даже узнали, в каком полку он служил, какие ранения он получал, где участвовал и так далее. То есть в этом году я еще и проявился в качестве волонтера и в отношении исследования истории Великой Победы. Но это письмо, это послание, оно имеет свое продолжение. Моя следующая задача, которую я уже должен как раз выполнить, это написать письмо тоже, но уже от наших выпускников 9-12 классов этого года, и заложить опять-таки капсулу времени, чтобы к 100-летию тоже выпускники открыли это письмо, прочитали наше напутствие, чтобы они помнили нас. Возможно, мы тоже будем присутствовать на вскрытии этой капсулы, которая будет заложена. И поэтому вот такая вот у меня цель. То есть через 20 лет, да? Да. Наверное, думаю, что это точно вы запомните на всю свою жизнь, да? Ну, не только вы, наверное, все жители Гагаузии. На самом деле интересный момент, исторический. Возвращаясь к реалии, перенеслись немножечко в историю. Какие у вас планы на будущее? Заканчиваете полностью ученическую свою деятельность, 12 класс заканчиваете? Ну, самое ближайшее будущее, это, конечно же, у меня связано с поступлением и дальнейшей учебой в университете. Я хочу поступить в медицинский университет, пока не уверен, в Молдову, в Румынию. Но если я поступлю в Молдову, то я хочу поступить либо на стоматологический факультет, либо на факультет общей медицины. И связать, в принципе, свою жизнь с медициной, помогать людям, лечить их. Вот. Вот очень интересно, рядом с вами сидит учитель биологии, ваш учитель. Кто все-таки повлиял на выбор вашей профессии? Валентина Степановна тоже в очень большой степени повлиял на выбор моей профессии, потому что до 10 класса я даже не задумывался, что я могу связать свою жизнь с биологией, с химией, потому что у меня были совершенно другие интересы. До того времени я хотел и на международные отношения поступать, и на журналиста поступать, и программистом стать. Но только вот в 10 классе, когда я попробовал себя на Олимпиаде по биологии, когда я понял, что это действительно уникальная наука, что это очень интересно исследовать не только, как устроен живой мир, как мы общаемся, как мы, в принципе, откуда происходит все живое на этом свете, я понял, что это действительно интересная наука, и я хочу наверняка связать свою жизнь именно с биологией. Валентина Степановна, чем вы больше гордитесь как учитель биологии? Такой вопрос вы меня врасплох застали. Ну, конечно, горжусь успехами своих учеников. У Вовы есть еще хороший друг и одноклассник. Он в 9 классе впервые занял призовое место на Республиканской олимпиаде по биологии. И потом они очень сдружились. Да? Вова правильно сказал, что до 10 класса он не особо обращал внимание, скажем так, на эту науку, хотя у него были всегда хорошие результаты по всем предметам. Но в 10 классе, когда написали заявку на участие в региональной олимпиаде, как я уже сказала, Вова перфекционист, и он не мог просто так спустя рукава отнестись к этому, поэтому он очень серьезно взялся для того, чтобы показать хорошие результаты на региональном уровне. И вот тогда они с Мишей больше подружились, да? И они готовились вместе. И всегда, когда что-то делаешь не в одиночестве, а вдвоем или втроем, это получается и интереснее, и продуктивнее, мне кажется. Поэтому, конечно, я горжусь их результатами, но это прежде всего их заслуга.
потому что любой учитель преподает всем одинаково, но результаты у всех разные. Гордость за них – это, наверное, первая эмоция. И я рада, что он выбирает путь медицины. Если честно, это моя неосуществившаяся мечта. Я когда-то тоже хотела поступать в медицинский университет, но тогда были 90-е годы, и вот мы даже с вами обсуждали, что это тяжело родителям, столько лет в медицинском вузе все-таки долго учиться. Вот. Поэтому сейчас получается, что я все равно внесла какую-то маленькую лепту, и надеюсь, что, даже не надеюсь, а уверена, что и Вова, и Миша, если выберет эту специальность, будут в будущем компетентными, хорошими врачами, и, возможно, мы о них еще услышим. Какие качества еще Владимиру помогли стать лучшим учеником? О чем еще не наверное, он не боится проиграть, скажем так. То есть вот он подал свою кандидатуру, он же не был уверен, что выберут именно его, но он не боится пытаться, не боится, воспринимает это просто как опыт. Да? Если бы даже не он стал учеником года, я думаю, что все равно он воспринял бы это просто как очередной шаг в своей жизни, очередной этап, и не расстроился бы, а шел бы дальше с таким же старанием. Владимир, а много ли падений, поражений было в жизни? Много ли побед было? Ну, не знаю, я обычно запоминаю только победы. Ну, опять-таки, до 9 класса я бы не сказал, что я был настолько выдающимся учеником. У меня не было так много заслуг, как, допустим, я сейчас имею на данный момент. Я ходил и на танцы, и на вокал, и вот я веду мероприятия с 9 класса. Понятное дело, что довольно-таки часто у меня были проблемы с моей успеваемостью в данных именно направлениях. И когда-то мне уделяли не столько внимания, как остальным ребятам. Для меня это, конечно, было поражением, потому что в какой-то степени я понимал, что я могу лучше, но у меня это не получается. И такие поражения снова-таки я воспринимал как просто стимул двигаться дальше. Я обычно не воспринимаю мои падения как такой вот явный знак судьбы, что нужно прекращать свою деятельность. Я их воспринимаю как опыт, который дает мне возможность двигаться с еще большим упорством, с еще большим усилием. Только потому, что на гору нельзя взойти так просто, как все думают, нужно прилагать огромные усилия. Из ваших слов понимаю, что вы любите свою родину. В первую очередь предпочитаете здесь учиться на своей родине, да? Соседнее государство – это уже как еще один дополнительный вариант для поступления. Гагаузия, Молдова для вас чем является? Гагаузия – это мой дом. Молдова тоже мой дом. Я считаю себя полноправным членом, гражданином Республики Молдова. Я всем сердцем люблю нашу Гагаузию, я люблю ее культуру, я люблю язык, я люблю людей, которые здесь живут. Я безмерно горжусь тем, что в последнее время наблюдается такая тенденция, то, что у нас развивается это чувство патриотизма даже у подрастающего поколения. И молодые люди, мои сверстники, они тоже активно высказываются о том, что для нас Гагаузия – это не просто слово, это не просто место, где мы живем, это наш дом, который нас тянет, для которого мы хотим работать, учиться, приобретать новые профессии, для того, чтобы делать мир лучше, общество наше продвигать, и чтобы все люди вокруг нас были счастливее. Вы сказали, у вас не так много свободного времени на отдых, а друзей. Много у вас друзей? Да, друзей у меня очень много. И чисто из-за того, что я участвую во многих общественных активностях, я приобретаю очень много полезных
полезных знакомств, и многие из этих знакомых перерастают в более близкие отношения. У меня очень много друзей, я, как сказала Валентина Степановна, экстраверт, мне нравится общаться с людьми, мне нравится понимать, как другие люди мыслят, как они действуют в различных ситуациях, какие у них намерения. Мне очень интересно исследовать человеческие личности, потому что понимаю, что каждый из нас уникален, и каждый человек – это уникальная книжка, которую очень интересно разбирать, исследовать. Валентина Степановна, вот, такие дети, они часто встречаются в нашем обществе? Любознательные, заинтересованные, воодушевленные. У него глаза горят. Да, вот он все хочет знать, он все хочет успеть, он везде хочет участвовать, и ничто не хочет упустить, и у него все получается. Ну, вот как Вова сказал, что любой человек уникален, да, и получается, что у каждого ученика, если мы сейчас говорим об учениках, есть своя изюминка, да, каждый в чем-то проявляет себя. Не обязательно в академическом плане, не обязательно, то есть у каждого есть свой предмет. Это нормально, что каким-то предметам ребенок уделяет больше времени, какие-то предметы ему интереснее, какие-то менее интересны. Кто-то, может быть, не проявляет себя в академическом плане, зато проявляет себя в общественной жизни, в тех же кружках. Кто-то хорошо поет, кто-то хорошо танцует. Поэтому, наверное, всех под одну гребенку грести нельзя, а в каждом нужно разглядеть что-то ценное и помогать ему развиваться в этом плане. Как истинный преподаватель, с вами всецело соглашусь, многогранная личность, активист, да. Отличник и просто хороший человек. Владимир Баутов, ученик ГГУЗИ 2025 года, был вместе с нами. Вместе с нами была классный руководитель, учитель биологии Валентина Степановна Балан, воспитанник и преподаватель лицея имени Аксентия Должненко из города Вулкане, что были вместе с нами этим добрым утром. Я вас благодарю за участие в нашей программе. Удачной экзаменационной сессии. Спасибо. Отличных результатов. И, конечно же, коль определились с профессией, пусть вам очень повезет на бюджет попасть и достойно обучиться, и также свою ГГУЗию в нашей стране достойно представить. Спасибо большое. А вам терпение, конечно же, побольше эмоций, это вас ждет впереди и на экзаменах, и на выпускном. Достойно провести свой класс и достойно, конечно же, уйти в отпуск на заслуженные каникулы. Спасибо за участие в нашей программе. Гостей провожаем, а программа продолжается.